Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Рассказать стране о том, как в действительности обстоят дела в зоне специальной военной операции, сделать это быстро и при этом не дать лишней информации противнику – эта нелегкая задача лежит на плечах военных корреспондентов. Роль военкоров в обществе за последний год выросла пропорционально росту их аудитории. С ними встречается лично президент страны, они включены в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества». У нашей республики, у нашей телекомпании есть свои военкоры, и мы знаем, как сложно журналисту попасть в зону конфликта. У Осетии военный корреспондент, можно сказать, один, но являясь еще и добровольцем в статусе военнослужащего, он рассказывает о бойцах батальонов Алания и Осетия, находясь с ними рядом прямо на передовой, буквально в окопе. Гость нашей студии сегодня Георгий Ксанти Мамсуров, спецкор ВГТРК, военкор батальонов Алания и Осетия, доброволец. Добрый вечер. Здравствуйте. Георгий, вот начнем с того, что ваш позывной Ксанти. Я так понимаю, что для любого осетина это знаковое имя. Это легендарный полковник Ксанти, по некоторым данным, значит, прототип романа, героя романа «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. Это ваш родственник или однофамилец? Ну, у осетин не бывает однофамильцев. Если ты носишь фамилию, значит, человек, который носит такую же фамилию, обязательно твой родственник, и ты обязательно найдешь то место, где ваше фамильное древо, так скажем, пересекается. Хаджимар, если говорить русским языком, двоюродный дедушка мой. Этот позывной Ксанти, прежде чем его взять, вытащить на свет снова, я встречался со старшими своей фамилии, спрашивал разрешения, насколько я могу это сделать, и мне сказали: работай, разрешили, и теперь этот позывной, наверное, единственный мой настоящий талисман. Вот я считаю, что это мой талисман. И Хаджумар, кстати говоря, не только как контрразведчик, как военный разведчик отличился, он еще в рядах интербригад испанских вступил в одну из первых схваток с фашизмом. Это еще до Великой Отечественной войны. Потом, как полководец в Великую Отечественную войну, участвовал в штурме Берлина в том числе. И уже далее, после 1945 года, это работа уже в разведке, в контрразведке. Я с большой гордостью этот позывной ношу и всегда помню, чей позывной у меня, на мне, так скажем, написан на груди. Это очень такой момент важный. И мне приятно, что вы об этом знаете. Я подписалась на ваш телеграм-канал, там примерно больше 13 тысяч подписчиков. И вы там искали перевод фразы «быть воином значит жить вечно» на осетинский. Как она звучит по-осетински? Вот, к сожалению, воспроизвести ее я не смогу, потому что порядка 20 различных вариаций этой фразы только на осетинском языке. Но в ответ я хотел бы вас спросить, а как по-якутски будет «быть воином жить вечно»? Я вам тоже после эфира, наверное, скажу. На самом деле такая достаточно тяжелая фраза, и ее можно, да, почти 20 различными вариациями перевести на осетинский язык с русского языка. Вообще много по поводу этой фразы, очень много обсуждений было. Говорили, что она запятнана и какими-то, так скажем, структурами недружественными нашей страны, но, тем не менее, эту фразу говорил один из наших великих полководцев еще во времена Отечественной войны 1812 года. Поэтому вот сейчас она снова, уже в Отечественной войне 2022 года, снова всплыла. И как нельзя лучше подходит именно когда... Вы знаете, все, кто туда приезжает, все, кто оказывается в зоне специальной военной операции, по сути, допускают, что они могут погибнуть. То есть, когда ты туда приезжаешь, ты уже понимаешь. И, с другой стороны, ты понимаешь, ради чего, да, все это может случиться, и ты соглашаешься внутри с этим. Поэтому эта фраза, да, ты соглашаешься быть воином. И, соглашаясь быть воином, ты
ну вот у тебя в душе, внутри создается ощущение, что ты свою жизнь не просто так положил. И именно это создает ощущение, что вот твое дело действительно будет жить вечно. И отсюда и эта фраза такая вот, которая очень подходит вот под сегодняшний день. Быть воином значит жить вечно. И вечная память — это на самом деле не просто слова. Вот у нас в республике Северная Осетия к 9 мая убрали все билборды с рекламами, все. И все билборды заняли портреты, имена, фамилии героев Великой Отечественной войны. Вот что такое вечная память. Когда спустя десятки лет твои потомки помнят тебя, помнят твой подвиг, помнят твой жизненный путь от и до. Вот это и означает как бы, быть воином, значит жить вечно. Вот, наверное, вот так вот. А вы сказали, Отечественная война. Вы воспринимаете то, что сейчас происходит, как Отечественную войну? В какой-то мере да, исходя из тех символов, которые я вижу, то есть это и фашистские кресты на немецкой технике, которая идет сейчас на наши позиции, это и гитлеровские стяги, это и эмблемы подразделений, которые они, вооруженные силы Украины, возрождают по лекалам фашистских подразделений. Это и горно-штурмовая бригада «Эдельвейс», и другие, там, Тоттенкопф. И все вот эти символы создают ощущение, вот, пробуждают вот эту генетическую память, так скажем. Вот все, я никогда не понимал, вот, что такое генетическая память, а попав в зону специальной военной операции и первый раз вот своими глазами увидев это, я почувствовал, как во мне все вот начинает внутри, ну, я даже не знаю, как описать, дрожать, да, вот от ярости. И да, смотря на эти символы, я отождествляю сегодняшний конфликт, наверное, с Великой Отечественной войной. Да, однозначно, да. Учитывая, какие символы в ответ наши ребята носят, а это вплоть до Знамени Победы, красных звезд, то есть действительно, и опять же, мы же всегда хотим быть похожими на своих предков и своих старших. И у каждого из нас есть человек, который, в принципе, вот если взять войну и военные действия, он является примером, да, то есть будь это там чей-то дедушка, бабушка, прадед, вот. И, конечно, да, однозначно я этот конфликт отождествляю вот как Отечественную войну. Потому что у нас весь народ, по сути, это воюет вся страна. И никто не остался в стороне. Наверное, уже сейчас вообще никто не остался в стороне. Поэтому, еще раз повторю, да. Ну, на вас возложена вообще колоссальная ответственность на военкоров. И работу военкора тоже участи можно связать с разведкой, да, вот если мы разговаривали о Хаджи Мурате. Вошло ли в привычку у вас подмечать то, что не видно с первого взгляда? Конечно. Наверное, это одна из таких хороших профессиональных, одна из профессиональных деформаций, которую можно назвать положительной, уже так скажем. То есть это умение подмечать и находить детали там, где обычный человек, наверное, и не заметит ничего. Плюс эту деталь нужно обработать, то есть понять, что ты увидел, понять, о чем это тебе может сказать, и потом еще понятно это изложить людям. В принципе, работа любого журналиста — это работа разведчика. Вот в данном случае я считаю себя разведчиком наших телезрителей, потому что так или иначе я стараюсь, ну, кроме вот какой-то гуманитарной работы, там, военной работы, я стараюсь быть глазами для людей, которые находятся дома, но которым хочется, не то чтобы хочется, они испытывают нужду хотя бы одним глазком посмотреть, где находится их сын, их внук, их муж, да, и это необходимо показывать нужно. И вот я стараюсь быть их глазами. Поэтому, да, я ваш разведчик, уважаемые зрители.
Вот еще одна ваша цитата. «Мои сюжеты можно слушать, даже не смотреть. Мне больше важна не информация, а атмосфера. Конечно, нельзя мешать, тем более навредить, чтобы потом не прилетело во всех смыслах». Вот какие основные вообще требования к материалам, которые должен предоставить военный корреспондент? Самое главное, самое важное, о чем мы должны помнить, находясь там и снимая там, это, конечно, первое правило военкора – не навреди. Как можно навредить? Все очень просто. Можно снять позиции, где находятся ребята. Можно эти позиции привязать по каким-то географическим объектам, которые попали в кадр. Можно и звуком навредить ребятам, да, то есть, например, ты что-то снимаешь, а за кадром по радиостанции какие-то идут переговоры, которые не должен слышать противник, там есть какие-то обозначения. Соответственно, если ты об этом не думаешь, ты можешь это очень легко пропустить и даже не понять, почему там ребятам на следующий день туда высокоточный снаряд прилетел. Но когда ты начинаешь дышать вот одним воздухом, с ребятами постоянно находишься, это происходит автоматически уже. Ну, это уже, то есть тебе не надо задумываться, ты просто уже все это знаешь. Ты знаешь, что ты должен валить горизонт, чтобы не видно было никаких географических привязок. Ты понимаешь, что иногда можно пожертвовать картинкой именно, там, снять там, бойца, там, да хоть ноги его, да, одни, но услышать, что он скажет, услышать его мысль, вот что важно. Вот поэтому я и писал про свои сюжеты, что некоторые сюжеты мои, ну, я стараюсь так делать, чтобы люди могли окунуться, да, вот. Я понимаю, что люди, допустим, наши родственники находятся там, конечно, хочется знать, да, вот каково там, как, и я как раз-таки стараюсь в своих сюжетах передать атмосферу, даже жертвуя каким-то вот, ну, внешним визуальным, да, моментом. Ну, это мой стиль, он уже выработался, и, в принципе, людям нравится, потому что, как оказалось, не как оказалось, это было известно всем, только сейчас это вот выходит наружу, ведь самое важное – это смысл. Картинка – это просто внешний лоск. Да, если есть возможность, мы, конечно, стараемся свою работу делать красиво, но гораздо важнее делать ее, наверное, честно в том плане, что не пытаться, так скажем, попытаться передать именно то, что ребята вот хотят донести домой сюда, именно это и попытаться передать. Вот что я считаю самое важное. И уже исходя из этой задачи, можно уже жертвовать какими-то другими, менее важными вещами. Но вот вы военкором с 2014 года, насколько я понимаю, военным корреспондентом телеканала «Звезда», да? Ну, не совсем. Я отождествляю себя как военный корреспондент с момента начала работы на проекте «Варгонзо» с Семеном Пеговым. Это, наверное, определенно один из лучших наших военных корреспондентов в стране. Это независимое информационное агентство «Варгонзо». Я работал продюсером, я всю жизнь работал за кадром. То есть я организовывал съемки, писал тексты или еще что-то такого плана. А когда началась... И более того, на момент начала специальной военной операции я продолжал работать, ну, продюсерскую деятельность вести. Я не был корреспондентом, но на «Звезде». И когда началась специальная военная операция, уехали, естественно, все военные корреспонденты, которые на канале были, они сразу все собрались и уехали на войну. Прошло 1,5 месяца, и пришло время людей менять. Ну, все устают, людей надо менять, и когда набирали людей, оказалось, что не хватает. Не хватало добровольцев, которые хотели бы туда поехать. И все это при мне происходило, и у меня что-то ёкнуло внутри. Я встал, я говорю, я готов поехать. Это при том, что я продюсером был на тот момент, то есть и никто не удивился, все это восприняли. Ну и как показала практика, это было правильное решение. То есть я сначала на «Звезде» делал итоговые программы специальным корреспондентом.
А потом случилась мобилизация, и повестка пришла моему младшему брату. Вот. А вам не пришла? Нет, я же работал на канале Министерства обороны. А, у вас была бронь. У меня была бронь, я тем более и так там как бы каждые 3 недели менялся. И было уже нами с братом, с младшим, родным, коллективно принято решение идти добровольцами. Это было сделать легче, чем мобилизовать меня в ту же часть, куда мобилизовали его. Да? То есть это было гораздо легче пойти и записаться добровольцами. И пошли мы и записались в наш национальный батальон добровольческий. Он называется национальным, хотя у нас больше половины выходцы из разных уголков нашей необъятной страны. Но базируемся мы, вот как бы все, вот база, базируемся мы как в Республике Северная Осетия, Алания. Вот. Брат мой работает со мной оператором. Да, он мой оператор. Плюс он ведет большую работу в качестве замначальника Центра материально-технического обеспечения. Это как у вас опорные пункты, с которых идет гуманитарка на позиции. Также у нас это называется Центр материально-технического обеспечения. Он у нас один, большой. Собственно, туда приходит весь поток гуманитарного груза из республики, сортирует. Вот точно как у вас. И надо сказать, что об этом никто не договаривался, все само случилось. Вот я смотрю, как работают, как доставляются гуманитарные грузы ребятам из Якутии, и я вижу, что мы работаем абсолютно одинаково. То есть, что ваша республика, что наша республика абсолютно одинаково и очень эффективно. Но сложно ли было вообще договориться, что вы в статусе военнослужащих, получается, добровольцев, но работаете как военкоры? На самом деле мне очень сильно повезло. Очень сильно. К тому моменту, уже работая на «Звезде», я по возможности пытался вот наших ребят как-то показывать, продвигать. Тут надо сказать, что вы родились вообще в Москве. И... Да, я родился в Москве, учился в Москве, жил всегда в Москве, но, тем не менее, это нормально, когда ты свои корни не забываешь. Это абсолютно. Жизнь нам показала, что все мы русские, а уже национальная наша особенность – это как раз уже особенность, о которой, кстати, абсолютно не стыдно говорить, а наоборот, мы все гордимся своей национальностью. В этом и есть, кстати, наша сила. В том, что наши различия в национальности, они не являются чем-то разделяющим, наоборот, они являются, наоборот, нас соединяющим. Единство да? многообразия, как говорит президент. Да, все правильно, это единство многообразия. То есть, как говорил мой коллега, за 200 километров фронта ты можешь побывать в 9 разных регионах, то есть пообщаться с разными ребятами из разных регионов. Вот, то есть это настолько вот наша сила действительно в многообразии национальном. Так, о чем я хотел сказать? Ну что, вот работая на «Звезде», я уже старался показывать ребят по возможности. И глава республики на тот момент уже знал, что есть парень осетин, работает на «Звезде». И мне очень повезло, что когда я пришел с просьбой-предложением, я предложил себя, я предложил, что я поступаю в распоряжение батальона и всю свою работу выполняю на благо республики и России. Соответственно, нам очень повезло, что как раз шел очередной набор новых бойцов в наш батальон. И нам удалось вписать, благо сейчас вот уже стало понятно, наверное, всем, какую работу там вот мы должны делать. То есть она, в принципе, востребована стала. И все так сложилось. Теперь я уже 8 месяцев как военкор батальонов Алании и Осетии. Постоянно нахожусь с ребятами, и, как оказалось, это был правильный выбор. Вот насколько сильно поменялось ощущение, когда вы ездили в командировки и когда вы там? Ощущения поменялись таким образом, что я был журналистом, а стал военкором. В чем разница?
Журналист приезжает туда так или иначе работать и снимать. То есть, в принципе, журналиста мало интересует, что будет происходить дальше, а как сложится судьба этих людей завтра. Ну, такая у нас работа, она в какой-то момент и циничная бывает, мы все это знаем. А военкор — это человек, который живет. Он уже живет вместе с ребятами, он, по сути, дышит и их проблемами. Он знает каждого бойца батальона в лицо и по позывному, и по имени. И снимаю я только... То есть я выполняю там, в том числе и гуманитарную работу, какие-то еще задачи, и уже по ходу дела я снимаю. То есть для меня съемки — это не главная задача моя. И именно поэтому мои съемки получаются вот... Они, может быть, попроще, чем если это работает там группа целая там, федерального канала, но зато где-то, на мой взгляд, они более реалистичные, что ли, да, то есть настоящие. И как раз-таки это все достигается тем, что ребята знают, что я сюда не снимать приезжаю. Я как бы делаю свою работу, они это понимают, но они относятся ко мне как к своему боевому товарищу. И именно это отличает военкора от журналиста. Не та работа, которую он даже делает, а отношение ребят. То есть если тебя считают своим боевым товарищем, просто ты не с гранатометом, а с микрофоном стоишь, постреляешь. А тут ты журналист, который, в принципе, гость. И чтобы вы понимали, с момента, когда я приехал добровольцем, первое время я даже камеру не доставал, потому что я не считал честным по отношению к ребятам вот приехать и начать вот, ну, мне сначала показалось, что я должен, во-первых, место свое занять, потому что это целый батальон. Это не так просто, как если ты приходишь на гражданскую работу, у тебя там определенные обязанности, четко ты все знаешь. Для меня это было как бы тоже новое. И для брата моего, это, то есть ничего себе, целый батальон добровольческий. Мы, конечно, служили оба сержанты, даже не младшие сержанты, сержанты. Ну, я старшина первой статьи в морской пехоте, а брат сержант. Мы оба первой категории. Мы знали, что нам придет повестка. В принципе, мы морально были готовы. Хотя по остинским обычаям младший сын обязан оставаться дома с родителями. Да, то есть старший идет служить? Да, старшие могут хоть все уходить, а младший обязан быть дома, там, родители присматривать там, за матерью, за отцом. Ну, как младший мужчина в доме, он обязан там быть. Отец может даже уйти, а младший обязан семью, женщин своих, по остинским обычаям так. Но судьба у нас чуть по-другому сложилась, но у нас выбора другого не было. У нас очень такое классическое патриотическое воспитание в плане того, что нам никто не вбивал никаких там особых вещей там. Но именно, наверное, это и есть самое важное, когда родители прививают ребенку любовь к родине вот так вот, не травматично, можно сказать. Да? То есть, да, из нас вырастили настоящих патриотов, я считаю, потому что когда Мамсуровых страна позвала, то мы встали с братом и пошли даже, не раздумывая. И, как я уверен, вот многие ребята сделали, зная, кстати, характер бойцов, ребят-выходцев из Якутии. Вот они, мне кажется, вот уж кто-кто, они меня понимают. Вот Родина позвала, ты просто встал и пошел. Что еще тут говорить? Ну да, якутяне тоже есть и свой добровольческий отряд, да, есть и в разных подразделениях тоже, как и осетины. Выступая на форуме перед нашими журналистами, вы говорили о том, что вам доводилось встречать якутских бойцов, и сказали, что их характеризует спокойствие, профессионализм и третье слово забыла. Выдержка. Да. Выдержка. Выдержка. Да. И они очень выгодно выделяются этим от других ребят. Дисциплина, я еще сказал. Дисциплина,
спокойствие и профессионализм. То есть, условно говоря, вот, ну, из реальной истории вам расскажу, да, вот, в принципе, я могу проехать там от Донецкой области до Запорожской, и меня нигде не остановят. Ну, потому что где-то в лицо знают, где-то машину помнят уже мою. Но если на моем пути будет стоять парень-якут, он обязательно меня остановит, даже если он меня будет знать, потому что это правильно, потому что так надо, потому что неизвестно, кто на этой машине может ехать. Это правда. Он меня обязательно остановит. И я даже ему ничего не могу сказать, потому что он максимально вежливо и профессионально посмотрит документы, задаст пару наводящих вопросов, внимательный взгляд обязательно кинет. То есть это вот отличительная черта. Я это называю профессионализм. Ну, да, это профессионализм. Причем и от мобилизованных ребят я это вижу. И вот внутреннее спокойствие, да, это очень такое для мужчины достойное качество. То есть особенно, когда люди в руки оружие получают, вот у них начинается там... А якуты, ребята, наоборот, они очень... Я не знаю, просто скромность, это неправильно будет звучать. Когда надо, они не скромные бывают, я так скажу. То есть, а наоборот, очень дерзкие. Но вот это вот спокойствие, да, оно, конечно, вызывает уважение, вот чисто мужское, вот как у меня, оно вызывает уважение. Ну и плюс, вы знаете, вот спокойствие, оно передается, и в том числе на позициях тоже в окопах, и в том числе под обстрелами. И часто бывает, как говорят, люди делятся, под обстрелом делятся на две категории. Первые бледнеют, а вторые краснеют. Вот те, кто бледнеют, у них случаются различные проблемы. Вот, например, люди бывают замерзают под обстрелами. Что такое замерзнуть? Это когда ты... Кровообращение? Нет, это когда ты сжался, вокруг все взрывается, тебе надо бежать в укрытие, а ты не можешь. Потому что вот ты все... замер. Ну да, замерз, это он такой сленг. И люди замирают. А вторая категория людей, которые краснеют, начинают злиться. Ну, ты от этого вот, многие меня поймут, ты там, когда тебе страшно, ты только быстрее бежишь, только Адреналин быстрее включен. думаешь, да. Но якуты — это бойцы, которые, с одной стороны, максимально спокойные всегда, но при этом всегда четко действуют. То есть, ну вот этим они действительно выделяются. Если я там видел ребят, которые там в боевом раже работают, там, то эти ребята наоборот, они максимальное хладнокровие показывают, и очень часто это передается другим. То есть товарищам, которые стоят, когда рядом с тобой стоит вот такой человек-глыба морально, ты волей-неволей хочешь быть на него похожим, смотришь и делаешь так же. И отсюда как раз-таки эти истории про то, как 25 человек, якутян, целый батальон ВСУ сдержали. Я понимаю, как они это сделали. Спокойствием. Просто встали и делали свою работу. Не бегали, не кричали. Просто встали, сжали зубы и делали свою работу. Это вот в стиле ваших ребят, если честно. И это вот, да. И самое главное, все это знают уже. Все знают. Там, в зоне специально, на войне ничего ни от кого не скроешь. Все становится рано или поздно известно, все рассказывается. И все знают, кто такие ваши бойцы. И любой человек, любой воин сочтет за честь биться плечом к плечу рядом с ними. Это я, опять же, вот прямо глядя в глаза, любому могу с уверенностью сказать. И это их заслуга, при том, что никакого пиара, вот такого прям, да, я не видел. Ну, то есть, чтобы кто-то пиарил, там, показывал, говорил. Нет, это просто всем известно, потому что это, ну, факт. Это уже все успели на себе ощутить, что такое, когда рядом с тобой воюет якут. Он как каменная глыба, настолько спокойный, да, вот, то есть, ну, и это действительно, да, это передается. Батальоны ваши сейчас в Запорожье, я так понимаю, вы оттуда на прошлой неделе буквально. Хоть 3 дня назад я вот приехал, прямо оттуда сюда.
Вот что там сейчас происходит? И ну, вот наши военкоры, они все были на территории там, Донецкой Народной Республики. Вот, ну, про южное направление мы меньше знаем. В Запорожской области 3 недели фактически идет контрнаступление ВСУ. Вот это вот анонсированное полгода назад. Запорожская область не случайно выбрана как основное направление удара, что сейчас и происходит. Это обусловлено географическими особенностями местности. Там очень длинные поля. Если в Донецке это там километр-два поля, то в Запорожской области это там может быть до 10, до 15 километров поля. Это очень хорошо подходит для использования, например, западной техники, тех же немецких танков. У них достаточно хорошая электроника, достаточно хорошие оптические приспособления, ну, немецкие, неудивительно. Соответственно, и рассчитывали они таким образом получить преимущество перед нашими ребятами. Рассчитывали, что наши танки достреливать не будут. Рассчитывали, что где-то дрогнут наши ребята, потому что позиции на запорожском направлении — это не городские позиции, это в основном посадки. То есть поле, оно, то есть прямое как стол, и между ними идет такая жиденькая посадка, то есть деревья, рощица, да, посадка это называется, лесополоса. Это делали для того, чтобы ветряные потоки сбивать вот над полями. Соответственно, сейчас по этим посадкам оборудованы позиции. Защита у нас глубоко эшелонированная. До основной линии обороны на запорожском направлении от серой зоны порядка 10-20 километров в разных зонах. Да, то есть это вот так называемая линия Суровикина. Мы ее все видели по вот этим зубьям дракона, которые вот выставляли в больших количествах для того, чтобы танки не могли проехать. До линии Суровикина находится порядка 10 линий обороны. На каждой из линий обороны стоят подразделения, готовые подразделения. За 6 месяцев, которые мы готовились к отбитию этого контрнаступления, практически полностью смогли закрыть потребности ребят в необходимой военной электронике. Это и тепловизоры, и ночники, и коптеры. И вот, например, сейчас, слушая переговоры противника, один из последних штурмов, их командир, по-русски, кстати, объяснял ему, он говорит: ваше преимущество в приборах ночного видения, запомните. А я в этот момент понимаю, что у наших-то все тоже в порядке, они тоже их видят. И, кстати, за это спасибо, в том числе и нашим телезрителям, я своими глазами увидел, как за 3 месяца из катастрофической ситуация превратилась уже в более стабильную, а сейчас уже в некоторых местах есть даже избыток. Да? Ну, коптер — это вообще такой расходник, он может 1 месяц проработать, а может 5 штук за день уйти. Это абсолютно нормально, но тем не менее ребята благодаря этому видят, слышат, отрабатывают, и никакого преимущества благодаря западной электронике враг на данный момент не получает. Именно поэтому на протяжении 3 недель никаких конкретных результатов с военной точки зрения вооруженные силы Украины на нашем направлении показать не смогли. Кстати говоря, знаю, что и ваши ребята стоят на стыке Запорожской и Донецкой областей. Это как раз-таки Волновахский район, это морская пехота. И это сейчас не менее горячее направление, чем Ореховское наше направление. То направление было выбрано противником для нанесения вспомогательного удара, но впоследствии они очень сильно увеличили интенсивность. И это именно та зона, где стоят ваши ребята, я это точно знаю. Тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что за 3 недели на всем протяжении Запорожского фронта ситуация остается контролируемой и стабильной. На данный момент потери противника по неофициальным подсчетам с позиций от командиров, от замкомандиров, примерно колеблются от 1 к 6 до 1 к 12.
То есть это недопустимые потери, в принципе, при любых обстоятельствах. Вот военным языком есть такое понятие «допустимые потери». Понятно, что для наших маленьких республик, там, для Якутии, для Осетии у нас не бывает минимальных потерь. Такого быть не может. У нас каждый человек — это очень большая потеря. Но я не могу не сказать это. На данный момент за вот эти вот уже более чем 20 дней контрнаступления потери наших вооруженных сил с военной точки зрения минимальные. А урон, который мы наносим противнику, для них совершенно неприемлем с военной точки зрения, опять же. То есть сколько это будет продолжаться, ну, ребята думают, что еще неделя-две, и больше они не смогут на нас накатывать, потому что даже первую линию обороны не смогли. Они где-то даже и подойти не смогли. Где-то смогли, но, тем не менее, были отброшены. Поэтому ситуация на фронтах остается максимально напряженной. На фоне этого активнейшим образом работает Центр информационных и психологических операций Украины. Это ЦИПСО. Мы эту аббревиатуру все знаем. Невероятно. То есть делают из мухи слона в том плане, что любое продвижение на метр, который даже не имеет военной, ну, с военной точки зрения смысла, Преподносят как победу. Да, преподносят как гигантскую победу, прорывы. И работает это так хорошо, что даже военнослужащие из соседних направлений периодически спрашивают: у вас там все в порядке? Может, ну, как бы... Поэтому, конечно, в том числе и отбивать эти информационные атаки — это вот тоже одна из наших задач. К примеру, если противник заявляет о прорыве на каком-то направлении, самый простой способ — это приехать туда, встать, взять микрофон и сказать: я здесь, прорыва нет. И я не удивлен, что люди верят, потому что все верят тому, что видят своими глазами. Вот и все. А вот такой еще вопрос. То есть Запорожье — это все-таки, ну, Запорожье, Херсонская область — это вот, ну, отдельные, ну, как сказать, то есть если Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, там, понятно, они с 2014 года ждали, когда Россия придет, то вот эти территории, там население как-то отличается от населения ДНР, ЛНР? По тому, как воспринимают? Я скажу вам так. Если быть честным, население вообще нигде не отличается, включая Центральная Россия. Это абсолютно такие же россияне. Вот, ну, вот серьезно, вот часто смотришь, то есть это абсолютно такие внутри, глубоко внутри русские люди, которые некоторые даже без акцента и разговаривают на русском языке. И украинского-то никогда и не знали даже до момента, пока они стали его насаживать, да, то есть запрещать русский язык. Запорожская и Херсонская область с 2014 года Украиной считалась как сепаратистские области, потенциально сепаратистские области. Почему? Именно потому, что там проживало большое количество русскоязычного населения. То есть, ну, русских людей. И русских я даже не столько этнически говорю, вот как мы с вами, мы же русские люди. Вот такие же абсолютно люди проживали и там. Среди них были и есть, точнее, те, кто до сих пор поддерживает Украину. Они все очень тихо сидят, ждуны так называемые, мы их там называем ждунами. Но на данный момент, наверное, 90% населения поняли, что такое Российская Федерация, что она может людям дать. И мы, самое главное, дали им почувствовать, что такое быть россиянином на самом деле. И сейчас такой момент, когда очень важно вот за своей спиной чувствовать поддержку, в том числе и, ну, из как бы своей страны, государства. А при Украине они этого не чувствовали. При Украине эти области, наоборот, всячески пытались, так скажем, оттуда выкачивались людские ресурсы, выкачивались деньги. Там банкротились и перевозились на Западную Украину предприятия, очень крупные предприятия, в том числе верфи судостроительные.
все продукты сельского хозяйства, а я вам скажу, что в Мелитополе растет невероятная черешня, у них даже на гербе города черешня. Там есть научно-исследовательский институт, который, собственно, вывел порядка 15 сортов черешни. Все это скупалось по дешевке и увозилось в Европу, продавалось в экомаркетах за бешеные деньги. То есть регион, как могли, вот тянули оттуда и деньги, и людей зажимали максимально. То есть пенсии по региону были максимально низкие, если брать по всей Украине. Для сравнения, пенсия человека, с которым я разговаривал, 2500 гривен. На русские деньги это 7500 рублей. 7500 рублей. Конечно, сейчас, когда в регионе появились дороги, то есть первое, что Россия сделала на новых территориях, это положила дороги. Появился за адекватную цену бензин, то есть топливо, люди смогли снова ездить на машинах. При пенсии в 2500 гривен полный бак стоил 1750. Это вот Больше, тоже чем половина пенсии. больше, чем половина пенсии. Это опять же из разговоров с людьми, которые проживали, вот, например, в Бердянске. Мне дядечка говорил, говорит, как мне ездить на своей машине было? 20 лет она у меня стояла в гараже. Говорит, во-первых, дорог не было, во-вторых, бензин, как вся пенсия, полный бак. В-третьих, ЖКХ примерно в 3-5 раз стало дешевле. Ну вот общероссийские сделали, да, как оказалось. Ну, наверное, последний уже вопрос. У нас время подходит к концу. Что такое патриотизм и как его воспитывать? О чем вы говорите на уроках мужества детям? Вы знаете, меня патриотом сделала, наверное, моя бабушка Галина Таймуразовна. Она, Царствие Небесное, она профессор исторических наук была, преподавала историю России в нашем Северо-Остинском государственном университете. И мне никогда специально не пытались привить там патриотизм. Ну, не пытались, я не помню такого. Я не помню, чтобы мне кто-то в голову вбивал, что мне надо любить Родину, ну, что мне надо любить Россию. То есть это было естественно, как естественный процесс. И также естественно я разговариваю с детьми на уроках мужества. Я стараюсь просто вот передать им своими словами то, что я чувствую, испытывая вот, ну, любовь к родине, чувствую себя патриотом, вот что я испытываю. И, наверное, это все-таки такое очень необычное. Мы об этом всегда говорили, как о какой-то эфемерной вещи, да? А сейчас ведь все совсем по-другому стало. Все совсем по-другому. И значение этого слова, оно колоссально вот выросло, можно сказать, да? То есть теперь ты еще и доказать должен, а кое-где и жизнью рискнуть, а где-то и свою жизнь, может быть, и положить. И тогда, да, ты понимаешь, что такое патриотизм. Патриотизм – это любовь к родине. А любовь к родине – это любовь к маме, там, любовь к своим родственникам, к любимому человеку. Ведь из этого и состоит, ну, наша родина, правильно, наша жизнь. Так что это такое очень простое, но одновременно очень сложное чувство, которое, безусловно, детям необходимо прививать, но аккуратно. То есть аккуратно, чтобы они сами это почувствовали. А примеров у нас перед глазами, ну, огромное количество, начиная с Великой Отечественной войны, заканчивая сегодняшними героями, которые вот прямо сейчас своими руками там творят историю. Спасибо вам большое, благодарю за интересную беседу. Ну и думаю, всех военных нам стоит поблагодарить всех военных корреспондентов за их энтузиазм и работу во время нашей общей победы, одной на всех. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.